Мы продолжаем тему детской телерадио Академии «Полярная звезда» и проекта «Путь к здоровью». Сегодня у нас Егорова Татьяна Васильевна, заслуженный врач Республики Саха-Якутия, отличник здравоохранения из детской городской больницы. Татьяна, Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Очень хорошее. Татьяна Васильевна, ну, расскажите немного о вашей больнице, о вашем родной Бодчине. Наша больница, государственное бюджетное учреждение детская и городская больница, имеет 3 структурных подразделения. Да? Это первое, это консультативное поликлиническое отделение, да, которое находится на Петровского 10/1. Тут сконцентрированы, да, узкие специалисты. Значит, по порядку педиатрической помощи, да, имеются такие специалисты, да, которые на 10 тысяч населения, они должны быть 0,5, 0,25, да. Это значит, в одной поликлинике, да, где вот на полставки должны работать, да, и когда-то вот организаторам здравоохранения пришла мысль, да, что сконцентрировать этих специалистов в одно место. И потом было создано вот это отделение, да, и там работают вот такие узкие специалисты, как аллерголог, иммунолог, да, нефролог, эпилептолог, кардиолог, гастроэнтеролог и так далее. Ну, как попадает к вам? Просто по направлению или? Так, значит, обязательно должны попадать по направлению участкового педиатра. Ага. Все понятно. А пациенты какого профиля к вам попадают? Да, кто так, ваш пациент? значит, вот я озвучила вот эти специалисты, да, значит, по профилю этих специалистов должны попадать. Так, кроме этого поликлинического отделения, у нас еще работают 2 отделения реабилитационных, да. Это значит круглосуточный стационар, который находится по улице 50 лет Советской армии, и дневной стационар, это по Каландаршвили, да. Но все знают, что это реабилитационный центр, да, в народе вот так, как-то это, да. Но свое имя все наши отделения сделали, да, все знают, особенно вот, ну, у кого есть дети. Ага. Хорошо, а там что? Как вы реабилитируете? Как вы Значит, лечите? наше отделение, да, имеет свой профиль. По Каландаршвили, дневной стационар, у нас имеет профиль по неврологическим заболеваниям и травматолого-ортопедическим направлениям. Да? Значит, вот дети с такой патологией должны обратиться, ну, получают реабилитационную, восстановительную помощь в этих отделениях. И расскажите, как вы сотрудничаете с «Полярной звездой»? Все-таки, да. Тут телезрителям сейчас немножко непонятно. Мы сотрудничаем с «Полярной звездой» очень много лет. Да. Мои сотрудники уже 1 раз были здесь, на вашей передаче, да, и про историю становления этого... Это было совсем недавно, да? Нет, это было уже 20 лет, мы как сотрудничаем. Имеется в виду гости. Совсем недавно. Да, нам рассказали. Ну, может, кто услышал уже, да? Значит, я хочу сказать, да, что Татьяна Афанасьевна Гоголева, да, автор и руководитель этого проекта, да, внесла очень большой вклад, да, не только в образование подрастающего поколения и выявление юных талантов, да, но и оздоровление нации. Это в чем отражалось? Да? Значит, дети, да, которые вот ее воспитанники, да, значит, вот при сотрудничестве с нашей больницей какую помощь получали, да, значит, им проводилось комплексное обследование. Вообще комплексные мероприятия. Вначале это значит комплексное обследование в Центре здоровья детской городской больницы по формированию здорового образа жизни. Да? Выявлялись факторы риска неинфекционных заболеваний. Да? Потом в нашем отделении, да, проводилось комплексное реабилитационное лечение. Они получали. Да? И в рамках этого, да, составлялся план и проводила школа здоровья. Школа здоровья? Школа здоровья, да, по всем направлениям, да, по профилактике вредных привычек, что такое ЗОЖ обучали, да, также по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, по правильному питанию. То есть полностью все знания, касающиеся здоровья. Касающиеся здоровья, да, и самое главное, профилактики этих неинфекционных заболеваний, да. Значит, вот эти юные корреспонденты, да, они очень активно слушали, да, все записывали, да, и в чем суть этого проекта, да, значит, вот все полученные знания, да, юные корреспонденты, они носили по всей республике, да, значит, они приезжали по своему селу, и рассказывали. Да, и проводили классные часы, да,
и все полученные знания передавали своим ровесникам, да. Это просто здорово, да. Это вот равный равному, да. Иногда дети как? Вот врач приходит, да, все говорит. А они в полуха. Да, Влетело, полуха, вылетело, да. да? А тут, когда уже начинает говорить ровесник, да, это же как-то тоже по-другому. Авторитет уже другой, да. Да, потому вот юные корреспонденты, это были нашими помощниками. Ваши да. агенты здоровья. Еще хотелось бы сказать-то, вот в 2015 году наша больница выиграла грант по профилактике вредных привычек, да. И в рамках этого проекта мы создали фильм, обучающий для школьников именно в помощь для проведения школы здоровья, да. Тогда вот режиссерами, ну, мы, как социальные партнеры, конечно, обратились к «Полярной звезде», да, и режиссером выступила Татьяна Афанасьевна Гоголева, да, а корреспондентами, юные корреспонденты вот «Полярной звезды», да, и вот все вот репортажи, да, вели юные корреспонденты, да, они не только репортажи вели, да, еще выступали как вот, ну, обычно вот больного ребенка там не снимешь, да, это их снимали, да, вот какие упражнения, как делать, да. Ну, И все было как в реалии, да? Да, как в реалии, вот обучающий фильм, да, и прямо они вот вопросы задавали, да, потом закадровый текст, вот дети читали, не кто-то вот взрослый, да, а дети читали, Молодцы да. какие. Полноценный фильм. Да, это полноценный фильм, да, на 45 минут, вот один урок, да, и там про как вот гимнастику для глаз сделать, да, как чистить зубы, по питанию, конечно. Все от и до. Да, очень информативный фильм. А где его найти? Значит, этот фильм, да, мы презентовали на форуме 15 лет доктрины ЗОЖ. Тогда были представители всех районов, да, тогда вот они напрямую получили этот фильм, да. Также могут они у нас взять, да, вот сейчас. И этот фильм и сейчас актуален, да, потому что тема и сейчас актуальная, да. Поэтому, пожалуйста, вот если кому интересно, да, и вообще-то вот Центр здоровья нашей больницы, да, по всем районам ездит, да, проводит также вот комплексное обследование и школы здоровья, да, и вот пользуется вот этим фильмом, да, и когда просят, если кому-то интересно, да, тоже оставляет этот фильм. Всем юнкорам просто спецзадание найти этот фильм и показать всем своим детям, да, и друзьям. А еще нужно выложить его в YouTube, чтобы он был в открытом доступе. Да, вот это, оказывается, мы не сделали, да, вот это мы сделаем. Времени совсем мало осталось, да? Мы бы хотели спросить, ну вот именно конкретные какие-нибудь курьезные случаи из вашей жизни. Ну вот конкретно, если ближе к теме, да. Ну вот я, например, провожу школу здоровья для юных корреспондентов, да, но они активно так все это слушают, да, записывают. У нас очень много вот наглядных пособий, да. Там есть вот легкие курильщика, да, здоровые легкие, да, вот здоровое легкое такое розовое, красивое, да. А курильщика, конечно, там страшный очень, да, черная вся, да. И вдруг, да, один мальчик начинает плакать, всхлипывать. Как-то удивился, что случилось-то, испугались, да? Он говорит, у меня папа курит, да, он скоро умрет. Но пришлось успокоить, да, что если он бросит, то тогда все в норму придет. Ну, я думаю, мальчик дома повлиял на папино здоровье. Татьяна Васильевна, большое Большое спасибо, что вам, пришли, что... поделились вашей радостью. Я надеюсь, что мы еще с вами увидимся. Ну